по телевидению передают всю эту негативщину, вот эту они воспринимают. И сегодня, значит, на сегодняшний день у них такая вот ситуация складывается. Надо кормить детей. И вот надо, значит, на первом плане деньги. А остальные, значит, джук, тень, атаул, там прочие близкие родственники, карнаш, егеч, дегензат, они на втором плане на сегодняшний день. Алып қарасаң, мабылай қарайса да. Егеч-егечке заманы жоқ сөйлешерге де, барыға да, келерге де. Было время, когда, значит, на арбах мы ездили от Учкуланского ущелья и до самого Черкесска. Она раньше называлась Пөлкке барабыз, Незатқа барабыз. Обмен товаром делаем. Мясо, масло, нам разные, значит, животноводческое происхождение, значит, барында обменивались и на зерно, на все прочее. И потом они неделями ехали на арбах домой. И туда ехали, и оттуда ехали. И в это время одновременно они заезжали к своим родственникам. Они облюбовывали, оставались, как говорится, танскварна малай неметеем. А сегодня, понимаете, сегодня нету этого. Это вот этого близкого, понимаете, отношения друг к другу. Вот. И сестрами, и братьями, и отцу, и матери. Некогда им, значит, этим делом заниматься. Внимание уделять. Да. Вот просто. А почему? Хорошее, то, что мы имели везде у карачаевцев, особенностью обладаем мы гостеприимством. Это гостеприимство, братство, сестринство, все прочее, вот эти близкие отношения, они были у нас как никогда, в любой миллете живут везде бывают. На высоком уровне. На высоком и культурном. Сегодня утрачивается. Да. А это все утрачивается. Почему утрачивается? Потому что вот Буллай крал немецкий дешаипс. Посмотрите сейчас, что творится. Деньги на первом плане, деньги. А люди, их достояние, все это дело на нет сводится. И в связи с этим, конечно, надо работать, надо, значит, если карачаевцы до 7-го колена не имели права жениться, там посватать или, значит, выдать замуж, это сохранялось в чистоте. Кровь была в чистоте, арийская кровь. А сегодня, посмотрите, значит, где-то там в Москве, где-то там, значит, в Ленинграде, где-то там, значит, еще в другом месте познакомились, двоюродные, троюродные встречаются и женятся. И вот теперь появляются пятипалые, шестипалые, вот такие люди появляются, горбатые. И вот поэтому, значит, чтобы этих вещей не было, мы вот сегодня делаем, значит, родословность, расписываем всего, значит, фамилии, чтобы они знали происхождение, кто у них отец, кто у них прадед, до 7-го колена. И сегодня мы хотим внедрить это дело каждому. И вот на этой основе здесь вот создан, значит, региональный общественный фонд Чотча, вот пропаганду ведет, значит, с молодежью работаем с молодежью. И объяснительные, мы говорим, что этого делать нельзя. В патриотическом плане это тоже развивается, патриотизм, не только патриотизм местный, родственный, а государственном отношении, в государственном плане, что мы являемся, значит, наша Родина – это Россия, и это прекрасно, что мы живем в такой прекрасной стране, и надо, значит, вначале, значит, укреплять семейные кланы, семейственность, воспитание детей родителями должны быть в первую очередь. А на сегодняшний день посмотрите, что в школах творится. Начинается развиваться, значит, идет наркомания, таксомания, ну и всяк прочее. И поэтому, значит, нам приходится работать и объяснять, что этого делать нельзя, а делать надо то, что наши предки в свое время делали. Уважительно относиться к этому делу. Ну, дорогие друзья, это говорит президент фамильного рода Чотчаевых Абук Чотчаев. Абугали Джамашуевич. Вот, Абугали Джамашуевич Чотчаев.
Это умнейший, добрейший и самый беспокойный из клана Чотчаевых, и не только из клана, и всех карачаевцев, я думаю. Вот так ратует. Он сейчас готовит книгу рода Чотчаевых. И вот здесь вот 100 известных людей на стенде. Это его кабинет личный. Вот. И представляете, по нескольку раз звонит родственникам, которые должны бы привести фотографии, биографии известных братьев, сестер. Приносят. Но многие почему-то что делают? Игнорируют. Ну, это считают, что это ненужное дело некоторым. Конечно, это единицы такие. Единицы есть, да? Да, единицы. А в настоящем, кроме своей работы, мы вот то, что мы говорим, мы сегодня, значит, разрабатываем книгу «Энциклопедия фамилии рода Чотчаевых». Одновременно мы, значит, работаем и над другими вопросами в патриотическом плане, значит, она называется, она так, «Подпольное антифашистское и партизанское движение на перевалах и населенных пунктах Карачаевской автономной области в 1942-1943 годах». И основным героем этого дела является, значит, вот, диверсионно-разведгруппа под руководством Батчаева Мудалив Каракезович и его заместителя Семенова Ахмад Хаджимуратовича. В этих пять человек были засланы во время оккупации немцами. Они были засланы и проводили работу диверсионно-разведгруппы. У них в их задачу входило организовать подпольное антифашистское движение по всем населенным пунктам Карачая. И это было действительно сделано. И огромнейшая работа. На сегодняшний день мы уже около 150 человек из его личных архивов, взятых людей, конкретных людей, которые были мобилизованы, которые были завербованы, так называемым, в каждом населенном пункте. И эти люди своевременно информировали, значит, эту группу, командира этой группы. И они в условленном месте, в базарные дни, они, значит, имели возможность встретиться на базарах, на рынках и информацию передавать, информацию свежую о дислокации немецких войск, о дислокации различных, значит, движений. И вот эту дислокацию техники, живой силы этой, и они своевременно информировали главнокомандующим Южным фронтом, и кто их заслал, это был Сочи. В Сочи был, значит, специально юго-западный штаб партизанского движения от Ставки. И эту информацию в два региона они передавали. И в свое время они засылали, значит, самолеты, бомбили тех участки, где можно было, понимаете. Таким образом, они огромную работу проводили и внутри агитировали, значит, чтобы, значит, не поддавались агитации немцев, которые они обещали местному населению. И в связи с этим вот на сегодняшний день я хочу сказать, что они проделали огромнейшую работу. И это человек железной воли, он был, значит, высокообразованным человеком, он кончил московскую имени Ломоносова в Москве 30-е годы, и в Учкулане работал он учителем математики. Одновременно он стал директором этой школы, был назначен. И с ним вместе были, значит, коллективы ребят, которые, значит, закончили эту московскую университет и преподавали на высоком уровне в этих трех населенных пунктах: Карчурт, Учкулан и Хурзук. Вот таким образом, значит, когда, значит, в 40-е годы его забрали в разведгруппу, он прошел разведшколу, и после этого, значит, был заслан вот сюда, вот, в Микоян-Шахар. И в Микоян-Шахаре, где, значит, штаб немецкое командование было здесь, которые, значит, командовали, значит, на перевалах Северный, перевалы Северные, затем, значит,
Марухские перевалы, ну и так далее. Все перевалы были в тот период захвачены немцами. Одновременно они информацию полную получали, движение немецких войск, и они отсюда, как говорится, значит, делали налеты на авиации, и таким образом, хотя, значит, мы говорили, что партизанские движения первое время они были разбиты, в то же время на Кашах, на всех этих сохранялись. И вот взять хотя бы, значит, Красный Карачай. В Красном Карачае была организована под руководством, значит, Чутчаева, Шамиля, значит, Штаевича, и Подкопаев, лейтенант из Карданика. Вот они организовали огромную, значит, вот это подпольное антифашистское движение в этом направлении. И здесь они большую работу провели, очень большую работу. И их работа, значит, пока отдельными информация идет, и вообще вот вот о 5 человеках, как скажем, значит, Мудалив Каракезович, он, значит, Карачаевец, Семенов Карачаевец, а еще, значит, двое были русских, они, значит, как говорится, сейчас мы выйдем, если айтаем. Вот они здесь. Мы сделали стенд. Одну минутку. Да. Вот на этом стенде написано, показаны действия вот этой разведгруппы. Его, значит, его главнокомандующим этой группы, значит, из юго-западного штаба Сочи Мамсуров Хаджи Умар Диорович. Он впоследствии стал героем Советского Союза и, значит, командующий внешней разведки Советского Союза. Вот таким образом, значит, он организовал этот Мансуров в оккупированных областях, Крымской области, Карачаевской автономной области, значит, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, ну и так далее, и так далее. Во всех оккупированных районах, где немцы были, значит, организованы вот диверсионно-разведгруппы. Это организовывал Мансуров Хаджи Умар Диорович. Вот. А у нас же были, вот, пожалуйста, взять, значит, скажем, Батчаев Мудалив Каракезович, Семенов Ахмат Хаджимуратович, Лубенцов Илья Петрович, он бывший начальник милиции Малого Карачая, затем Хутов Мурат Курманбиевич из Красного Востока, и у них был, значит, из Москвы присланный этот самый радист Забегайлов Дмитрий Федорович. Вот их было 5. А из 5 они потери имели только Лубенцова Илью Петровича, которого, значит, его предали, значит, который, ну, предатель, он предал, и он, как говорится, начали его преследовать, и он, значит, погиб в Малом Карачаевичке, Кения. Вот такие вот, значит, у нас на сегодняшний день. И это, вот этот наш стенд, скоро мы будем его, значит, помещать, значит, в музее, значит, черкесские, и музеи вот большой, значит, для в 3 музеях мы хотим их разместить. Да, большую работу проводите. Спасибо вам большое. Но это одна сторона дела. У нас теперь другое есть это мероприятие. Как карачаевцы спасли еврейских семей в тот период от явной гибели. Вот такая, значит, у нас имеется поисковая группа в лице, значит, Хубиев Вениамин, значит, Джанибекова Абидат Нанакшиевна и Чутчаева Абугалидия Машуевич. Вот эти 3 или 3, значит, к нам еще 4-я присоединилась. Как ее, эта фамилия ее? Казиева Лейла Джансоховна. Казиева Лейла Джансоховна.
Казиева, Лилия Занцохова. Да. Ой, простите. Они проводят огромнейшую работу на сегодняшний день. Мы где-то около 35 эпизодов от спасения карачаевцами, значит, еврейских семей. Ну, разные, значит, 10 есть, от 1 и до 50 с лишним человек, вот так вот, есть спасенные в тот период. И особенно, значит, если взять курорт Теберду, где находилось 3500 этих больных, значит, костным туберкулезом из Ялты перевезенные. Вот там среди них было... А эти дети были командиров Красной Армии, и они проводили лечение в Крыму. И когда немцы, значит, начали оккупировать Крым, и они своевременно, значит, в 1941 году оккупировали это, их эвакуировали и разместили в городе Теберде. А в Теберде более 1000 человек они истребили, эти немцы. А остальных, значит, люди, которые там работали в этих санаториях, технический персонал, значит, нянечки, там, значит, повара, затем, значит, санитарки, медсестры, в основном были местного населения, и в частности карачаевцы. И они огромнейшую работу провели в этом деле, значит, по спасению этих детей, которые, значит, были беспомощными, лежачими были. Они оказывали как материнскую, как, значит, вот как своим детям. Они брали в свои дома по 3, 4, 5, 6 человек, воспитывали, сохраняли, охраняли их. И таким образом, где-то, я же говорю, значит, очень многое, значит, они спасли от явной гибели, значит. И в частности, вот в Красном Карачае, вот где существовало, значит, подпольное антифашистское движение, значит, под командованием, значит, вот этого товарища Чутчаева Шамиля Оштаевича, который родился, но он был в свое время, значит, он был офицером царской армии, и он, значит, знал военное дело. Вместе со своей дочерью, вместе со своими родственниками они огромнейшую работу провели по своей работе подпольной, вместе с этим, вот здесь имеется, значит, Подкопаев Илья Васильевич, вот он вояка, он был Андриянов, значит, Николай Никифорович, вот, значит, в селе Хасаут-Греческом, вот они базировались. Таким образом, значит, такую работу огромнейшую повсеместно, по всем аулам Карачаевской автономной области проводили. И эту работу мы хотим, значит, сделать, значит, вот это стенды и пропагандировать. Вот эта поисковая группа, каждый день мы занимаемся этими вопросами. Спасибо большое. Спасибо вам.